Ночь. Много ли мы знаем об этом явлении, которое занимает примерно половину нашей жизни? О том промежутке времени, когда часть нашей прекрасной планеты погружается в темноту, тишину и безмолвие, а звезды обретают блеск. В исламе ночи отводится особая роль. В священном Коране есть сура под названием «Аль-Лейль» — «Ночь». А в течение года каждый мусульманин может получить больший шанс на прощение грехов и получение Божьей благодати, если он проведет отдельные ночи в мольбе и покаянии пред Всевышним. Это ночи Бараат, Лайлятуль-Кадр и Мирадж. Но что таит в себе это прекрасное и таинственное время суток? С точки зрения науки, ночь — очень интересное явление, ведь она бывает очень разной, что объясняется различными феноменами. В некоторых широтах она в определенный период времени может длиться круглые сутки, а в других не наступать вовсе. Смена дня и ночи происходит из-за вращения нашей планеты вокруг собственной оси. На Земле ночью называют промежуток времени, в течение которого для определенной точки на поверхности планеты Солнце находится ниже линии горизонта. Другими словами, это отрезок времени от захода Солнца вечером до его восхода утром. Поскольку ось вращения планеты не перпендикулярна к плоскости орбиты, длительность ночей изменяется в течение ее обращения вокруг Солнца. Длительность ночного периода для определенной точки зависит от ее широты, наклона оси вращения планеты и угла между осью вращения и направлением на центральное светило, в нашем случае на Солнце. Самая длинная ночь в году в северном полушарии приходится на 21 или 22 декабря, а самая короткая — на 21 июня. В южном полушарии все наоборот. Одинаковая длительность дня и ночи наблюдается во время равноденствий, когда земная ось перпендикулярна направлению на Солнце. Но есть на Земле места, где длительность ночи очень продолжительна. В широтах, расположенных выше полярных округов, можно наблюдать такое явление, как полярная ночь, когда Солнце не появляется из-за горизонта. Длительность самой короткой полярной ночи наблюдается на определенной широте северного полярного круга и составляет почти 2 суток, а самая длинная — на Южном полюсе, чуть менее 6 месяцев. На нашей планете существует еще одна удивительная форма ночи, всем известная как белая ночь. Это особое явление природы, наблюдение за которым доступно только жителям северных районов. Это слияние вечерних сумерек с утренними. В период белых ночей не наступает полной темноты. Земля освещается рассеянным светом, то есть лучи уже скрывающегося светила принимаются верхними слоями атмосферы и, частично рассеиваясь и отражаясь, освещают Землю. Ночь в привычном земном виде — явление редкое, нетипичное для большинства планетарных систем звезд. Например, в шаровом звездном скоплении М2, где в сфере диаметром 175 световых лет сосредоточено около 150 тысяч звезд, ночь неизвестна на подавляющем большинстве планет. Мы перечислили лишь часть небольших фактов о ночи, о которых человечеству известно на сегодняшний день. Многое еще предстоит познать и раскрыть, если на то будет милость Аллаха. Этот великий дар Господа, не менее ценный, чем день, является отдохновением для тела в виде сна и для души в виде поклонения или приобщения к знаниям. Так давайте же проводить это время с пользой.